так, это просто будовник, який має невелику фірму у Витебську, займається будівництвом, але це великий патріот. І ось він у 10-му році на народження Христове, 7 студня, узняв великий 4-метровий білоруський червоно-білий стяг на городській елці Витебську. Елка 40 метрів в вишині Макарова. І він зимою залез туди і стяг підняв. Коли він злез, його чекав уже спецназ, а он накинувся і почав його бити. И он чекал этого, что его будут бить, и он не оборонялся. Потому что как он не винователи, что он сопротивлялся владу. Тем не меньше его винователи у всей хлусни, якую вы верите, и что нецензурно выражался, и что бился и так далее. И вот этого человека засудили. Дали ему 3 года химии, так званой. Ну, подумайте, какое злочинство он сделал. Ніяке не злочинство. За это не можно давать годы, не можно судить за это. И хоть до такой несправедливости, до такого режима уже шмат хто привык, як до гнусниць по телебаченню. Але Коваленко это терпеть не мог. Это человек идеи, человек принципов и вельми такие твердые и последовательные. И тому он постоянно выходил с червоно-белым стягом, открыто, и он его пропагандовал, ему задавали питания, и на ютубе было. Для чего вы это робите? Для того, как ведали, что мы тут есть, что мы есть тут, господари этой земли. И никакая оккупационная дрянь в мозги вставлять не будет. Открыто про это говорил. Человек открыто отстаивал принципы белорусского стяга. И вот у минулым году, 11-м, на 19-е Снежное, просто решили его посадить в тюрьму. 6 раз на ночь урывались у покоя. Вот 2 детей. Одной девчинце было 6 месяцев, хлопчику 7 годов. 6 разов на ночь. Навошта 6 разов на ночь урываться у квартиру, проверять человека, чи он спит, чи он не спит. Это здек над особой, над детьми, над семьей. Это хамские отношения, что вы не люди, вы вот смеете, вы ничто. И этот человек это цудовно отчуває, які відносини до його. Його під границю схопили, завезли у посторонок, написали всю хлусню, звичайно, и посадили в СИЗО. За что? А не за что. Придумали, что он на минуту спозднился там до дома. Пробил 9:1, должен быть дома. И начались издевки над этим человеком. И он объявил голодовку. И голодал целый месяц. Потом его почали насильно кормить. И уговорили его, что он эту голодовку спылил. Обещали ему нечто. И он спылил. Оказывается, что его шукали. И вот тогда у початку лютого он пошел новую голодовку и сказал, что на этот раз меня никто не шукает, и я пойду до конца. И что не верите лекарям турецким, потому что они меня насильно кормили и откормили с зонт. И обещали выбить зубы, обещали его скалечить, и он будет сопротивляться. Я не верю, это полярный рассол. Суд відбувався тоді, коли я вже місяць голосував. І ось на суді суд ішов 3 дні. І він показав, це був унікальний суд, він показав таку волю, такий характер, що практично диктував поводження суда. Він задавав питання, робив відводи, і суд вимушений був
вимушений був йому практично припаркуватися. Ну, наприклад, з перекладчиком. Він сказав так: білоруський суд повинен вести по-білоруську. Дайте мені перекладчика, коли суддя не розуміє по-білоруську. Перекладчик не йому треба був. Перекладчик повинен був суддю перекладати з білоруської мови, тому що вона не розуміла по-білоруськи. І ось далі перекладчик, він не справлявся, древно перекладав. Валенко робиться отвод перекладчик. І це отвод приймається, врешті-решт сама перекладчиця сказала, що я не справляюся і роблю сама отвод. Нагадаю, что, скажем, когда судили Беляцкого, то перекладчик не справлялся. Беляцкий сам почал перекладывать. У судья нема дробью. Тут демонстрация характера, то есть демонстрация позиции, демонстрация идеи, за какую человек стоит, за какую он отставит. Это я вам нагадал, як ішов суд і що це за чоловік. І от ён, потребования его были такие, что он несправедливо осужден, как зняли з його судимость, как его выпустили из тюрьмы, как его лечили у цивильном шпитале. Выход с голодовки. И он 182 сантиметра росту, 85 його вага. У конце голодовки он важил 45 килограмм. И его тиск был 90 на 60. И температура 35 градусов Цельсия. Фактично, его мер весь час. Это уже операционный стан. И всех это хваляло, потому что жонка з ним спотикалася, він стояв на своїм, що або він примусить їх поважати справедливість і стяг, або він ходить до кінця. І він прийшов до кінця. Що робить з ним наступний раз? Його відвозять з Мінська у психіатричний тюремний шпиталь за Витебском. І там починають його просто катувати. Его привязали до ложка, за руки и за ноги. 3 дня, 3 суток он был привязан. Ему не давали мочимость, потому что воду он пил. В туалет сходить треба. Его не выпускали в туалет. А поскольку выделение повинно быть, то вставили катетер ему на ложку. Как человека катывали таким чином. И он потом признался, что настолько было тяжко вытримать, что появлялись на ладунки ускрыть себе вены. И в этот час, когда его привязали, вспомните, 35 температура, вага, его уже не працевал стравник, не працевала стравниковая залоза, опустились нирки и печень. Его почали кормить праз зонд, белковыми сумесями, молочными. Я думаю, вы это разумеете, кто не ведает, то растумачу. Человек, який долго голодає, у его, как уже перестает працевать функция стравника, то его не можно кормить ни молоком, ни якими белковыми речами. Это то же самое, что человека накормить железными опилками. Стравник не працує. Туди это заливается, и оно там гниет. Все. И вот ему завели праз зонд, притым кормили праз рот и праз нос. Праз нос кормили, вот это вельми болюче. Те, кто проходили это у турме, вот и Буковский там все, это не делаете, это вельми болючий процесс. Он храпил кривей. После быцем бы кормление. Это было не кормление. Это было специально, продуманное катование человека, как он жил, и ему стали кропельницы, давали там глюкозу, как он не понял, але он уже калека. Это метода была, его взломать таким чином, что ты сам усведом, что ты живешь, а ты уже не живешь. И это робилось на виду фактично всей нации, это ведали.
это ведали. И вельми переживали, але Коваленко был твердый, как скала, его не взломали. Его не взломали. И 10 красовика его повезли в таким стане, отвязали от ложка и повезли на суд. Он подал кассационную скаргу. Суд отмовился разглядать кассационную скаргу и отправили его в Минск на Винки, в шпиталь на Винки, на предмет проверки, как было сказано, психичного здоровья. Благодатное психичное здоровье. И мерковалося, что это будет протяг катования, бо его зместили в 30-е отделение. Так званый той, кто проходил в Минску про это отделение, ведает, что там звери працуют. Там нищих людей. Вельми моцно. Але на Вінки не тюремна больниця, не тюремний шпиталь. І ось коли він трапив на Вінки, то оказалось, что катования там не продолжали, что растолмачили, что это шпиталь не тюремный, относится до его спокойно, и дали ему зразуметь, что это одно из его потребований, зместили в шпиталь, как он мог выйти за водой. И сегодня, нет, учора, ён пачаў з гэтай галадоўкі выходзіць сам. Паколькі ён ужо не прывязаны, кажуць, катаванні не адбываюцца, і ён выходзіць так, як трэба. Это значыць, прымае маркоўны сок. З галадоўкі это доўгі час трэба прымаць, можа, на месяц толькі адным сокам, бо яшчэ эта праблема ці запрацуе у яго тое, што ўжо фактычна не працуе. Вось я вам падрабязна рассказал эпикриз этой ситуации, бо мало кто подобное может вытрымаць, але человек, який мае великую идею и самое главное, усведомляя, что за этим стоит. И он усведомлял, это сябра нашей партии, мы его верим, и он усведомлял, что пайшоўшы на такі крок, галадуючы за сцяг і абараняючы нацыянальны сцяг, ён падняў яго над усёй нацыяй, ён не можа яго пусціць. Ён не можа, мы ведалі, што ён на смерць пойдзе, калі яны не трогнуць, ці неяк яго не вратаваць, то будзе смерць. І мы думалі, што з яго атрабілі калеку, што яны калеку з яго зробяць, это садісты, для іх это не навіна. И нават допускали, что яны просто дадут мачимость ему померці. И вот этот эпизод с новинками показал, что они дрогнули, пригнулись, потому что это компромисс. Это частковое, вы пошли ему насустрач, дали мачимость ему заняться собой. Але не он спыніў голодовку, а яны гвалтам спынілі, калі прывязалі яго да ложка і кармілі праз зонт вот гэтымі сумесамі. Усё, над чалавекам зрабілі гвалт. Чалавек, які галадуе ў турме, ён не парушае ніякого закону, ніякой інструкцыі. Ён дзейнічае законна, это яго справа. Ніхто не мае права над ім рабіць гвалт. Ім зрабілі такі гвалт. Яны яго фактично гвалтом примусили самому потом выходить из этой голодовки. Что с этого будет, мы не ведаем, потому что прошел критичный момент, он голодал больше 60 дён. А человечий организм – это межа, 55-60 дён человек вытрымливает. Но может быть уникальный организм и сила духа отримал человека более. В Советском Союзе, когда голодали вязни, то их начинали насильно кормить. Так само был гвалт над людьми, была психичная репрессивная медицина. Все это люди прошли. А советы на 18-20 день почали человека кормить. Количество функций оставались здоровыми. То, что сделали с Коваленком, это исследование, доведение его до конца.
Тут толькі будзе Божая воля, калі ён паправіцца, здаровы яго вернецца. Але гэта з пункту гледжання медыцыны вельмі праблематычна. І цяпер не аб медыцыне, а аб сутнасці. Чаму гэты рэжым тронуў? Мы меркавалі аб гэтым, бо мы добра ведаем Лукашенку, яго садысцкі характар. Я, здаецца, вам рассказывал, правда, тут заўсёды новыя людзі, рассказывал, што ён мае хобі Лукашенка. Калі расстрэльваюць злачынцаў, якіх судзяць на расстрэл, то ён ходзіць як на атракцыён назіраць за гэтым. Аднойчы нават запрашаў на Шарэцкага, іншых. Гэта вядома. Для яго гэта прыемнае відовішча. От уявіце псіхалогію чалавека, які кінуў турму ворага галоўнага. Ён жа гэты сцяг парваў, ён жа яго апляваў, ён жа яго зняў. А гэта чалавек, які за сцяг галадае. То з асаблівым садызмам мы так і чакалі, ён яго растопча. Напэўна, нашліся ўсё ж такі эксперты ці людзі з халодным розумам, якія яму растлумачылі, што калі Коваленко, ён давёў яго да смерці, Коваленко памёр, то гэты сцяг ужо быў бы святы. Ён і так святы, а ён ужо быў бы святы. І гэта быў бы з пункту гледжання духовнага, з пункту гледжання палітыкі, велізарнейшае паражэнне гэтага рэжыму. Ён на гэта не пашлі. І дзякуй Богу, што гэты чалавек, які стварыў такі, показал такий героизм духа над таким великим символом. Сцяг – это нация, это мы все. Это символ державы. Это весь народ усвоится. И он ведал, за что он летел. За это можно померти. Так вот, то, что этот человек живет, остался жить, это великая радость. Это Божья воля. Тем больше лечите. У яго брат, жонка, двое дзяцей. Ён адзін кармілец этой сям'і. Больш няма працы, там праблемы і ў жонкі, і ва ўсім. Зараз усе гэтыя месяцы у асноўным памагала ім наша партыя, такавалася, але памагалі амерыканскія беларусы. Збіралі грошы там у царкве на Атлантык-Эвеню, канадскія беларусы сабралі $1000 таксама. Так что семью подтримливают. Иначе бы мы были просто не люди, как такий человек у такой ситуации, и как семья с Богом. То семью подтримливать треба, и семью подтримливать. Вот такая новина. З одного боку она тяжкая, драматичная, а с другого боку она радостная, что есть надежда, что этот человек будет жить, який прославив всех и консолидовал гарячее сердце, будем так казать. Потому что